Когда война началась, мне было 17 лет, а моей сестре Лены было 14 лет. Война началась, я пошла в магазин за хлебом пошла. А по радио передают внимание, что война началась. Вот как началась война, она в 41-м началась, да? В 41-м началась это. Тут же нас все, дороги все были перекрыты, нам уже ехать некуда. Наш отец был партийный, он то же самое был пошел у партизаны. Ему ж деваться партийный, а партию их сразу немцы казнили, да, били, да все на свете. Ну и что ж, когда началась война, он пошел у партизаны, отец наш, а мать была дома, скотина была, коровы были. Ну и что, мать готовила им хлеба еще варила, готовила, а я на раненой лошади возила ему лес партизанам, а партизан тогда мало было, совсем мало было. Отец бы, он хлеба им туда возил, но есть возила ему лес. Отец и говорит потом: доченька, ты скажи маме, чтобы она воды нагрела, да окна замаскировала, чтобы это. Ну и все, я так пришла, сделала, сказала маме. Мама сварила супу, с воды нагрела, он только намылся, отец только сел за стол, тарелку на супу поставил на стол. Вот стучат у дверь стучат, а вот я не помню, какое число было, но уже были морозы. Вот такие вот, наверное, вот такое наверное, время. Стучат: партизан, открывай, мы за тобой пришли. Отец встал и говорит маме: ну, передай, говорит, твоим сыновьям, что меня забирают. А дочек храни их, как только знаешь, храни их. Он боялся, что над нами будут издеваться сильно. Ну и что ж вы думаете? Забрали его и увели его, а немцы стояли в Трубчевску. Вот тут, господи, ну ладно, Трубчевск. Там был штаб немецкий в Трубчевске. И его туда забрали, пустили. Не прошло время, ну, может, месяц прошел, может, меньше прошло. Явились за нами, за нашей душой, с мамой пришли. Все в избе, вот так все перевернули, все, и постель перевернули, все перевернули, спрашивают, где партизаны. А мама говорит: а я откуда знаю, где партизаны? Что, ты же, говорит, хлеба им возила, ты же их хлебом кормила. Вот видите, это были изменники нашей родины, наши русские, и пошли за немца. Сволочи они. Но они получили за это, за все они получили. Они получили, за все получили. Ну и что ж, нас избили с сестрой, до полусмерти избили. Откуда ни возьмись, партизаны явились, стали перестрелку делать с полицаями да с немцами. И отбили немцев этих. Партизаны отбили. Нас с сестрой забрали в лес. Отвезли нас в лес, и мы 3 месяца там в лесу, в холодных землянках лежали. А никакого лекарства не было, ничего не было. Выжили. Я вперед ее выжила. Мне, наверное, покрепче я была ее. Она, что ей 14 лет было? Еще ребенок был. Ну что ж, выжили мы. Ну что, куда ж деваться теперь? Надо оставаться у партизанах. А был у нас командир Василий Иванович Кошелев. Тогда мало было еще партизан. Он и говорит: доченьки, вы оставайтесь у нас в лесу. Как-нибудь, говорит, переживем это все. Ну и что ж, мы остались в лесу. А нас куда попросят, пойдешь. Вот нас посылали с сестрой в разведку. Одевайся, говорит, лицо намажь грязью, да все это, иди, узнавай, где немцы стоят. И как они там, а что делают немцы.
А иди-ка ты ночью. Что нам было по 17 лет? Я еще глупая была. Это вот сейчас ума набралась. А тогда что я была? Да боялись все на свете. Ну и что ж, пойдешь. Зашли мы к одной старухе, постучались, у ней свет горел, постучались, она нам открыла, а мы стали спрашивать у нее, бабушка, ты скажи нам, где немцы? Она говорит, а вам зачем? Вам зачем, говорит, немцы? А я как скажу, что зачем? Я говорю, так просто. Мы родителей, говорит, я говорю, потеряли. Вот ищем родителей своих. Где их девали? Куда их девали родителей? Ну что ж, думаешь, все, старуха это. Я заплакала. Она говорит, а вы что, доченьки, есть хотите? А я говорю, да, бабушка, есть хотим. И есть хотим, и все. Она говорит, а вы ночуйте у меня. Ночуйте у меня. Вот мы с Леной и с сестрой у нее поночевали. Но не знаю, мы узнали, где немцы эти, нет ли. Ничего сейчас ничего не понимаю. Мы пришли. Она говорит, вы же не скажите никому, что вы у меня были. А то и меня, говорит, расстреляют. Скажут, что партизаны были. Нет, бабушка, мы никому не скажем. Ну что ж, пришли, сказали ему это, Василию Ивановичу. Он говорит, хорошо, сейчас. И у нас это... А надо было железный мост взорвать, где немцы ходят это. Первая прошла эта маленькая, по железной дороге, как я теперь не знаю, прошла. И из-за нее, немного погодя, должен поезд идти. А партизаны говорят, сейчас мы пойдем мину ставить, а ты смотри, чтобы никто не подошел, чтобы это не помешало. Ну что ж, я стояла как, что скажут, то я и делаю. Вот поезд подходит, они мину поставили, вот как он взорвался, а вот эти вагоны все друг на дружку, а немцы по-своему-то закричали, допустили эти ракеты, ну хоть иголки собирай. А нам говорит этот дяденька, вы недвижима, ты лежи недвижима. Я лежала не дыша, не знаю, я жива была, не знаю, мертвая была, как я лежала. Потом они, все успокоился, этот немец, перестали эти ракеты пускать. Он говорит, ну теперь поползем. Вот мы ползли по траве, чтобы нас незаметно было. Вот мы выжили, пришли в лес, рассказали Василию Ивановичу. Он говорит, молодцы. Вот за это я вам, говорит, благодарность выношу. Нам благодарность выносил. Я принимала присягу в партизанах. Присягу принимала, что я хорошо должна работать и держать свою родину. Есть нечего было, что достанут партизаны, принесут, вот этим мы пользуемся. Если коров сумеют они взять в лес коров, вот мы за ними доили коров, молоко это партизанам давали. У партизан мы белье стирали, чинили у кого. А когда уже было, как они узнали, вот эти полиции, проклятая эта полиция, разузнали, где партизаны, где у Кошеля этого штаб Кошелевский. Налетели туда самолеты, стали лес бомбить. Господи, вот где был страх Божий. А выжили ведь, выжили. Господи, это только легко сказать, и легко только... А подумаешь, как прожить это все на свете. А когда уже нас освободили местность, где мы были в лесу, там не один был Кошелев, а там был и Колпаков,
Там было и там много отрядов было в этом лесу.